Пресс-служба Осетия ТВ. Главные темы выпуска. На 2-километровом участке трассы Владикавказ-Архонская произошло сразу несколько аварий. Столкнулись 15 автомобилей. По счастливой случайности обошлось без жертв. О причинах аварии в материале Яны Гагиевой. На дорогах Северной Осетии не останется неофициальных перевозчиков пассажиров. На маршрутах будут работать только получившие лицензию предприятия. Об этом сегодня на пресс-конференции в рамках открытого правительства рассказал Виталий Зангионов. Самая почитаемая копия иконы Моздокской Пресвятой Божьей Матери вернулась на родину. С 16 по 21 декабря все верующие смогут поклониться ей в соборе великомученика Георгия Победоносца. Эти и другие темы далее подробно. 1,5 десятка разбитых машин. Сегодня утром в течение получаса на 2-километровом участке трассы Владикавказ-Архонская произошло сразу несколько аварий. По словам очевидцев, причиной происшествий стали погодные условия. Было скользко, опустился сильный туман. В такой обстановке некоторые рискнули превысить скорость. К счастью, никто не погиб. С травмами в больницу доставили женщину. Ее здоровью ничто не угрожает. Полицейские отмечают, аварии небольшие. Машины получили лишь механические повреждения. По причине их невнимательности, и можно сказать, не оценили дорожную обстановку, не выбрали безопасную скорость движения, так как ранним утром на этом участке образовалась гололедица из-за опустившегося тумана. Участники ДТП переложили часть вины на подрядную организацию, которая, по их словам, не сделала работу в срок, не посыпала трассу пескосоляной смесью. В ходе дальнейшего разбирательства выяснилось, что специалисты проверяли дорогу ночью, тогда наледей не было. А утром именно на этом участке разом сошлись сразу несколько факторов: влажная дорога, опустившийся туман, минусовая температура и ветер. В итоге образовался гололед. То, что вы говорите, предотвратить этими методами, дорожные организации тоже пользуются, называется упредительная подсыпка автомобильных дорог. Но практика показывает, что коэффициент полезного действия такой работы не очень высок. Поэтому большая просьба ко всем жителям республики, если они обнаружили где-то, проезжая по дороге, или накат снежный, или гололед, для более оперативного реагирования, более оперативного начала и окончания работ сообщать ответственным работникам акционерного общества «Дзамарас». Дорожники и организация «Дзамарас», ответственная за этот участок, были на месте происшествия спустя 40 минут после звонка ГИБДД. Заранее о существующем гололеде подрядчикам не сообщали. Сейчас ведется служебное расследование. Если выяснится, что «Дзамарас» все-таки несет ответственность за происшествие, предприятие будет оштрафовано на 100 тысяч рублей. К слову, это не первый подобный факт. Ранее подрядная организация уже штрафовалась. Яна Гагиева, Михаил Безуглов, Осетия ТВ. С 1 января на дорогах республики не останется неофициальных перевозчиков пассажиров. На маршрутах будут работать только получившие лицензию предприятия. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал заместитель председателя правительства Виталий Зангионов. По его словам, с дорог должны исчезнуть и старые автомобили. Кроме того, ужесточат контроль за маршрутчиками. В этом году в ходе рейдов задержано порядка 90 водителей, которые садились за руль в состоянии наркотического или алкогольного опьянения. Вице-премьер критически отозвался о деятельности ряда надзорных органов, которые следят за работой в сфере общественного транспорта. Нету системной работы по оптимизации транспортной сети города, это во-первых. Нету работы системной транснадзора, а это влечет за собой вот такой, извините меня, хаос в городе. Значит, поэтому у нас с Нового года, значит, в рамках контроля за исполнением решений комиссии, значит, мы будем заслушивать и Ространснадзор и вообще к работу этой комиссии. Кроме Минтранса, да, вот я могу это сказать, все остальные занимаются компанейщиной. Говорили о статистике дорожно-транспортных происшествий. Средняя цифра колеблется в районе 150 погибших ежегодно. Несмотря на предпринимаемые меры, она не снижается. С начала 2014-го жертвами ДТП уже стали 139 человек. Это ощутимо больше, чем в соседних республиках, подчеркнул Виталий Зангионов. Причина в основном в недисциплинированности водителей. Как только мы пересекаем в сторону Кабардино-Балкарии, так, Александр Григорьевич, значит, мы все пристегиваемся и все соблюдаем правила дорожного движения.
Как только в обратную сторону заезжает осетин на территорию Осетии, он вырывает с корнем свой и едет практически боком. Это отношение людей друг к другу, это культура. Прозвучал и традиционный вопрос о машинах с юго-остинскими номерами. Уже разработана система, по которой инспектор будет получать информацию о наличии у человека российского гражданства. Если оно есть, он будет оштрафован наравне со всеми. Отдельно остановились на подготовке водителей. Сейчас вводятся новые стандарты выдачи прав. Лицензию в Осетии получили лишь 13 автошкол. Эта цифра может сократиться. До сих пор не оформлена и единая программа обучения. Сейчас она только составляется. В ближайшее время все автошколы ждут проверки. Яна Гагиева, Алан Гасанов, Осетия ТВ. Самая почитаемая копия иконы Моздокской Пресвятой Божьей Матери возвращается на родину. С 16 по 21 декабря все верующие смогут поклониться ей во Владикавказе. Привезли ее в собор великомученика Георгия Победоносца. Долгое время настоящая икона находилась в Моздокском соборе Мады Майром. Однако образ был утерян еще в 1936 году. Среди верующих бытует предание о том, что в тот день, когда восстановят разрушенный собор, обретется и сама истинная икона. Все верующие искренне веруют, что она обретется, и с молитвами, с верой, и это очень будет хорошо для всех живущих в Осетии. Моздокская икона вернулась на Кавказ вместе с мощами великомученика Георгия. Святыни находились в Калмыкском соборе долгое время, где верующие могли помолиться им и попросить заступничества. Наталья Алексеева, Тома Валиева, Заур Цеов, Осетия ТВ. Как переходить дорогу, пользоваться общественным транспортом и вести себя вблизи проезжей части. Об этом ученикам 30-й школы рассказали инспекторы по пропаганде Управления госавтоинспекции. Нередко детям самостоятельно, без помощи взрослых, приходится переходить дорогу. Главная проблема в таких случаях – рассеянное внимание. В игровой форме с помощью обучающих картинок первоклашкам рассказали о ситуациях на дороге и как себя вести, если пешеходный переход не регулируется. Малыши пообещали инспектору по пропаганде не нарушать правила и быть примером для остальных ребят. Подобные мероприятия помогают уберечь самых юных участников дорожного движения от опасности на дороге. Очень приятно нам сегодня было прослушать информацию, которую дали нашим детям работники ГИБДД. Мы тесно сотрудничаем с ними, работаем по одной и той же теме. Самое главное для нас, для детей, это здоровье, сохранность их здоровья. Поэтому общими усилиями стараемся привлечь внимание детей к такой большой проблеме, что жизнь – самое главное, что есть у человека. Эту жизнь надо сохранить. Малые дельфийские игры в Северной Осетии продолжаются. Очередной третий день подарил новую порцию положительных эмоций и ярких впечатлений. В зале Дворца молодежи юные таланты со всех регионов Северной Осетии соревнуются в красноречии и артистизме. Елизавета Виноградова буквально приковала к себе внимание жюри и поразила всех присутствующих. У жильцов при виде шприца сразу вытянулись лица. Не шутили мы с врачом. Мы, ей-богу, ни при чем. Сейчас я выступила на дельфийских играх с произведением «Академик Иванов». Меня пришла поддержать моя мама, которую я очень сильно люблю. Ну, я не надеюсь, что я выиграю, но будем надеяться на это все равно. В этом направлении выступило 30 человек. Это молодежь от 10 до 20 лет. В жюри известные артисты и режиссеры. Юмористические и лирические стихотворения создавали особое настроение. Который раз убеждает, что у нашей молодежи просто безграничный творческий потенциал, что очень радует меня. Есть, конечно, какие-то проблемы, но, как говорится, не без них. Еще одно направление конкурса – живопись. В фойе подготовили экспозицию рисунков на самую разнообразную тематику. Более 100 работ в жанре портрет, натюрморт, пейзаж. Живописные полотна конкурсантов оценивали опытные эксперты. Финалисты малых дельфийских игр представят республику на 13-х молодежных дельфийских играх России. Залина Губурова, Тинатин Музашвили, Заур Цеов, Осетия ТВ. Thank you.